Ну хорошо, смотрите, начинаем. Да? Теорию Юнга я вам обещала, но смотрите, когда я сейчас буду рассказывать, я буду, естественно, опираться на те знания, которые у вас уже есть, да, про Юнга, и плюс на тот материал, на те лекции, которые были у нас с вами перед этой лекцией, потому что мы говорили, да, там, о либидо, энергии, там вы читали работы Фрейда, и в этом смысле вам это знание может быть сейчас полезным. То есть помните, да, биографию Фрейда, я несколько раз вам говорила, не случайно сама его теория, да, там, само понимание либидо, оно очень сильно откликается с физикой, да, то есть он невролог он был, да, неврологией занимался. А вот Юнг по своей специальности знаете, кто был? Вообще что-то про его биографию вы знаете? Про его путь вы знаете? Ну, то есть, если он был, как некоторые, да, там рассматривают его учеником Фрейда, как вы думаете, там по возрасту они рядом были? Юнг и Фрейд. Ну, конечно, младше. Смотрите, и это разные страны, то есть это тоже нужно учитывать, да, этот момент. Помните, когда на одной из первых лекций я вам рассказывала такой исторический немножко, да, контекст, когда Фрейд развивал, да, идеи своего психического анализа, да, и сам термин-то он ввел в 90-х годах 19-го столетия. Получается, Юнг в Швейцарии родился, Фрейд в Австрии. И к тому моменту, когда Юнг учился в университете, уже идеи психоанализа активное распространение нашли в Европе. То есть Фрейд уже ввел, да, термин психический анализ, уже говорили о бессознательном, и уже говорили о либидо. И Фрейд тогда занимался изучением, да, там, понятно, вот этих всех вещей, связанных с психической энергией, но и лечением истерии. Помните, да, вот этот диагноз, о котором мы уже говорили, да, на предыдущих наших с вами парах. Смотрите, какая интересная история у Юнга. Его предки были священнослужителями. То есть это уже, да, немножко отдает такой, да, контекст самого воспитания в семье, да, то есть, это как бы священники, понимаете, там очень много, да, внимания уделялось духовности. Потом специальность, которую он выбрал, была, угадайте, какая? То есть если Фрейд у нас был невролог, то по специальности был Юнг. Психиатр, да. То есть ту специальность, которую он изучал, это была психиатрия. И в начале 20-го столетия он начал работать в клинике с доктором Блейлером. Доктор Блейлер, слышали когда-то фамилию? Да. В каком контексте вы слышали эту фамилию? Фрейд работал с Брейером, это две разных фамилии. Блейлер, чем, такой знаменитый был? Блейлер занимался изучением и лечением деменции прекокс, шизофрения. То есть тогда шизофрения, диагноза не было, ее называли деменция прекокс, раннее слабоумие. То есть сам диагноз, саму болезнь рассматривали как что-то связанное с вашим умом, да, с интеллектуальными способностями. И в этом смысле те пациенты, с которыми сталкивался Юнг, по самому типу диагноза они отличались от тех пациентов, с которыми сталкивался Фрейд. То есть это другой диагноз. Но прям так, да, про шизофрению, конечно, еще не было, да, понятно. И здесь просто вот такой очень интересный, да, был путь у Юнга. Он занимался, получается, в этой клинике лечением пациентов, у которых была деменция прекокс. Про шизофрению вообще как-то что-то вы сами слышали? Как вы там про эту болезнь понимаете? То есть про истерию мы с вами говорили, а шизофрения? Шизофрения. Не расчленение, но, скажем так, личности. Раздвоение. Слышали, да, про такой диагноз? Да. Отличается он от диагноза истерия, как вы думаете, и чем отличается?
В смысле, вы не психиатры, ну чисто так, чисто психологически. В том периоде вы имеете в виду? Вот сейчас, ну сейчас там-то понятно, как бы не было такой четкой классификации, но тем не менее, смотрите, если была истерия, был этот диагноз, была деменция прекокс, был другой диагноз, то есть естественно, что там что-то было другое, если они выделяли это. А чем, как вы думаете, или может быть знаете, если у вас уже была клиническая психология, вы сказали, ее не было, да? Но может быть вы что-то читали или вам про это рассказывали, что у вас медики ведут предметы, я думаю, есть люди, которых ну, как бы клиническое образование. Может быть, смотрели какие-то там фильмы. Чем, ну, на ваш взгляд, отличается шизофрения от истерии? Я не спрашиваю сейчас про симптомы, никто из нас не медик, а скорее про психологический, да, контент. Чем отличается шизофрения от истерии? Шизофрения, она имеет логическое отражение? Или что вы скажете? Чисто с психологической точки зрения. То есть помните же истерических пациентов, которых Фрейд лечил? То есть сама идея, почему Фрейд, да… Ну, это можно вылечить. Шизофрения, она как диагноз не поддается лечению. Ну, с точки зрения там современной психиатрии можно лечить почти все, потому что там, ну, можно в ремиссию, да, уйти. Но в то время, у меня не про это вопрос, да, у меня вопрос, как психологи немножко помыслите. Вот есть истерия, причем психологи, которые уже слушали лекции по Фрейду, уже понимаете, что есть бессознательная, как истерия, ну, в смысле, симптомы истерии, как они появлялись. Почему, в смысле, вообще истерией человек начинал болеть? Из-за вытеснения каких-либо гормональных симптомов проявлялось. То есть, смотрите, это была энергия, да, психическая энергия, о которой говорил Фрейд, либидо. И истерические пациентки, они начинали страдать какими-либо симптомами без всяких органических поражений головного мозга как раз. То есть было что-то, что лежало за пределами физиологии. Это чисто как бы такой концепт психического. Помните, да, эти вещи? И с точки зрения Фрейда эти истерические симптомы можно было вылечить, если дать этому потоку либидо, который в этом контексте, да, понимался именно как сексуальная энергия. То есть если там есть какой-то блок, там, ну, условно там что-то блокирует поток вашей либидо, у вас этой энергии нет места, куда течь, у вас возникает симптом истерический, да, который вам помогает продолжать в этом мире быть, существовать. Да, и ну, так как это в бессознательном, да, создает определенные сложности, то есть либидо блокируется, то психический анализ направлен на то, чтобы вот как раз анализировать, да, вот эту идею этого потока, да, сексуальной энергии. Если блок снять, симптом исчезает. Помните, да, это, то есть, ну, мы с вами про это много раз говорили, вы про это читали. То есть истерия с этой точки зрения понималась, как, ну, она возникает в ответ на какие-то, ну, заторы, там, условно назовем, поток, который не может свободно течь, потому что это, ну, как бы термин Фрейда, да, либидо — это как поток. Очень часто вообще либидо с водой сравнивают, с потоком воды. И поэтому возникал, получается, истерический симптом. Юнг же, когда работал в этой клинике, да, с Блейлером, они лечили вот этих вот пациентов, страдающих шизофренией, и там получалась, ну, такая картина, что это не, ну, как бы не срабатывало, то есть немножко было непонятно, да, ну, то есть уже существовал вот этот концепт либидо, да, то есть если там сексуальная энергия как-то блокируется, да, в этом смысле, и если ее разблокировать с помощью этого психического анализа, то симптомы исчезают, то с шизофреническими пациентами, ну, это не работало, поэтому, ну, как бы вот там, с точки зрения диагноза это и был как другой диагноз, но они тогда немножко не понимали, вы действительно начали мыслить в этом направлении, что шизофрения — это схизо, это расщепление, это, ну, вот в нашем понимании очень часто, когда мы говорим о шизофрении, ну, сейчас хотя этого диагноза нет, но как бы мы не медики, мы не психиатры, у нас здесь скорее другая идея, нам нужно такой психологический, да, контекст уловить, что схизо — это ну, как бы расщепление личности, раздвоение, расстройство множественной личности, вот эти все истории, которые в книгах вы читали, это вот самая знаменитая книга Билли Миллигана, да, «Множественные умы» Билли Миллигана, да, то есть как бы считалось это
расстройство множественной личности, но там в какое-то время психиатрия это был один из таких признаков как раз шизофрении. Сейчас диагностика поменялась, но тем не менее нас интересует идея расщепления. Но когда Юнг работал с Блейлером, не называли шизофрению расщепления, это была деменция прекокс. То есть они тогда думали, смотрите, сама идея, да, этих как бы пациентов, у которых был этот диагноз, которые страдали какими-то видениями. То есть, смотрите, в отличие от истерических пациенток, у них, пациенток, с которыми, да, Фрейд имел дело, у пациентов с диагнозом деменция прекокс другие вещи были. То есть это были видения, да, они что-то слышали, ну то, что вот мы сейчас галлюцинациями, да, называем. То есть это не паралич конечностей, то есть, ну, возможно, у кого-то и были, да, эти симптомы, но это что-то, что связано с то, что мы сейчас называем миром воображения, когда я вижу, слышу, ну, там, что-то, что происходит, ну, как бы в моем внутреннем мире, но в этой реальности этого нет. Да? И поэтому сам диагноз рассматривали, что ну что-то с вот, деменцией, это же слабоумие, что-то связано с моими интеллектуальными, да, вот этими способностями. Понятно, да, вот эта вот идея? То есть вы эту логику удерживаете, потому что из этой логики родилась дальше, да, там сама идея либидо у Юнга, что это не только сексуальная, да, как бы энергия. И вот получается, что он еще, ну, как бы, что он еще вне зависимости от Фрейда, то есть он отдельно, да, в начале 20-го столетия он уже работал врачом отдельно, но еще раз говорю, психоанализ уже получил распространение в Европе, и все, ну, интеллектуальные люди, да, того времени, естественно, ну, было принято все эти вещи читать друг друга, знать, тем более это мир, да, там, такой, ну, врачебный, да, в этом смысле. И он независимо от Фрейда, как бы тоже начал использовать тест для подтверждения того, что есть в нашей психике вот это бессознательное. И он придумал тест. Что за тест? Вы знаете, мне кажется, про этот тест. Нет, архетипы — это та идея, к которому пришла много десятилетий позже. То есть и архетипы изначально, ну, как бы у них корни есть, конечно, вот в том, о чем я сейчас рассказываю, да, но он придумал тест. Чуть-чуть попозже, это тоже не тест. Потому что обычно, когда говорят о Фрейде, и говорят, какими методами Фрейд пользовался, при своем психическом анализе. Свободные ассоциации, анализ сновидений, да, то есть, ну, мы уже эти вещи говорили. А вот когда говорим про Юнга, какими методами Юнг пользовался? Не слышали, да, наверное, вы про это? Ассоциативный тест. Слышали? Нет, 16 типов — это все позже, это как раз то, что там совсем позже появилось. Не слышали про ассоциативный тест? Вот у Фрейда были свободные ассоциации, у Юнга он начал использовать в своей практике ассоциативный тест, чтобы доказать, что есть у нас бессознательное. Как ему это как бы пришла идея, но опять, смотря на вот этих пациентов, да, и понимая, что какие-то вещи находят такой вот настолько эмоциональный отклик, да, у этих пациентов без видимой связи с внешней реальностью, что он решил проверить нам, ну, что, как это вообще работает. Он придумал этот ассоциативный тест, когда дается слово и измеряется, ну, ваша реакция в ответ на слово, скорость реакции, там, да, замеряется. Вот то, что сейчас легло, кстати, в основу полиграфа, знаете, да, детектор лжи. То есть у Юнга был это ассоциативный тест. У Фрейда, смотрите, были свободные ассоциации. То есть я вам говорю, поехали, да, там, грубо говоря, говорите то, что вам приходит в голову, и такой пошел, да, там, как бы. У Юнга ассоциативный тест — это набор определенных слов, стимулов. И у каждого человека в ответ на этот определенный, да, там, ну, на определенное слово будет определенная реакция. У кого-то это дольше займет времени, у кого-то меньше. Один человек скажет одно слово, другой человек скажет другое слово. И тогда по вот этим словам я могу сделать вывод, что, ну, какие-то слова группируются во что-то, да, и я могу сделать вывод, что у вас в психике есть что-то, ну, как бы, что складывается в комплекс.
Комплекс он слово придумал, комплекс. То есть изначально вообще психология Юнга не носила не носила название аналитической психологии. То есть наверняка вы сейчас слышали, что вот говорят о психоанализе Фрейда и говорят об аналитической психологии Юнга. Аналитическая психология, это чуть позже был придуман термин. Изначально у него была идея назвать эту психологию комплексной. Потому что вот как раз комплекс — это что-то... Понятно слово комплекс? Как вы понимаете, кстати, слово комплекс? А? Например? Комплекс домов. Давайте, комплекс домов. У вас есть комплекс домов? Ну, смотрите, у каждого из нас, согласно логике Юнга, есть вот какие-то комплексы, он не один. То есть комплексы — это что-то в нашей психике, ну, какая-то тема, да, какая-то тема, и вокруг этой темы, она как бы заряжена, и вокруг этой темы собирается очень много разных идей. То есть, ну вот, например, если это не из его терминологии, как бы не из его теории, но у Адлера был комплекс неполноценности. То есть сама идея, да, что вот в психике есть что-то такое как бы энергетически заряжено, и вокруг этого комплекса неполноценности может очень многое, да, там собираться. У Юнга как бы это был не один комплекс, а в нашей психике может быть очень много вот этих вот разных частей комплексов. То есть наша психика вообще как бы изначально им понималась как разорванная на части. Логику улавливаете? То есть это не так, как у Фрейда, там, смотрите, было бессознательное, да, было либидо. Есть четкая структура у этого бессознательного. Ну, помните, да, мы разбирали все эти вещи. С точки зрения Юнга у бессознательного есть структура, но она немножко другая. То есть бессознательно, то есть мы с вами в нашей психике можем быть расколоты на разные части. Сама идея шизофрения, да, то есть почему он к этой идее пришел? Потому что когда я вижу, да, вот этого пациента, когда я работаю с человеком, у которого есть вот этот вот диагноз, тогда они его, еще раз повторю, по-другому называли, можно прийти к выводу, что я не целостен. То есть, смотрите, Юнг приходит к вот этой идее, что человек, он не целостен. Там, ну, я могу быть расколот, да, там расколото на разные части, комплексы. Но это как бы позже, да, уже вылилось у него в идею об архетипах, когда он эти комплексы определенным образом, да, назвал. Но изначально логика была такая, что вот он придумал этот тест ассоциативный, да, и с помощью этих комплексов можно было там, в смысле, с помощью этих слов можно было выявить, что у вас есть какой-то комплекс. Какой комплекс, как вы думаете? Ну, в смысле, не как вы думаете, просто пример давайте. Вот, какие комплексы могут быть? Ну, сложно их одним словом назвать, но если просто исходить из того, что вы сказали, то в дальнейшем он перевел в архетипы, и, например, архетип персоны, комплекс там, необходимости носить какую-то роль. Ну, это потом, это позже, да. Ну вот смотрите, сейчас, допустим, мы не знаем, да, вот эту структуру личности по Юнгу, там, мы не знаем ни про персону, ни про тень, ну и так далее, да. А у нас есть пока понимание просто, что есть психика, есть бессознательное, есть другой диагноз, да, и мне нужно, ну, вот как-то, ну, он же пошел таким путем, что ему нужно было доказать, что это есть бессознательное, но он пошел немножко другим путем, чем Фрейд. Они вместе тогда еще не работали, они даже не встречались. Это как, смотрите, как идеи развивались независимо друг от друга, что происходило, да, в обществе, ну, в реальности. И ну вот на собственном примере, что у вас ни одного комплекса, что ли, нет? Комплекс, еще раз говорю, это, что, ну, это какая-то заряженная тема. То есть и вокруг этой темы может собираться там очень много каких-то вещей. Ну вот просто на своем собственном опыте есть какие-то у вас комплексы? Внешности, например, от какого-то состояния. Что еще раз? От внешности, например, от состояния духовного. А чуть расшифруйте. Например, духовное то, что я не знаю то, что знают другие, поэтому я не буду вообще ни с кем разговаривать, чтобы не показаться глупым.
Ну и вокруг этой темы духовности, давайте назовем так, что у вас есть очень много заряженных элементов. Это могут быть мысли, это могут быть чувства, это могут быть воспоминания, это могут быть отношения с другими людьми. Если у вас есть вот этот вот комплекс, да, как вы говорите, что ну, вот про какие-то сложности с духовным, тогда, возможно, вы там будете читать много, ну я, к примеру, сейчас я фантазирую, там много читать книг на эту тему, либо наоборот избегать этой темы, да, либо там, ну, искать общение с духовными людьми, либо наоборот, как, ну, понятно, да, то есть потому что это заряжено, улавливаете идею, да, то есть это, смотрите, весь психоанализ, вся вот эта история связана с бессознательным, не только, да, классический психоанализ Фрейда, это вот вообще про энергию, да, то есть либидо — это энергия. Юнг, ну, из этой же логики исходил. И тогда вот этот вот комплекс ваш, он определяет ваше бытие, да, грубо говоря, то есть вот эта часть. Но комплекс такой может быть не один, у вас может быть другой комплекс, не знаю, хорошей дочери, да, например. То есть и тогда, ну, как бы вот вы ведете себя в соответствии с этим комплексом, ну, там, все правильно делаете, да, там, ну, как бы вот такие вещи. Но на деле, там, как бы, если ну, это заряженный такой комплекс, вокруг которого собрано там, поведение, ваши эмоции, чувства, там, ну и так далее, да, я уже про это сказала, что на деле, так как это комплекс, вам вообще это может там, на уровне бессознательного, да, грубо говоря, вам вообще это может не нравиться. Вы хотите быть, например, ну, плохой дочерью, сейчас условно. Это как раз та идея, но Юнг дальше ее развивает, что в нашей психике есть вот эти амбивалентные, да, амбитендентность. Ну, то есть то, что дальше у него развивается в идею архетипов, когда он говорит в архетипе и положительный, и отрицательный момент, да, могут вместе сосуществовать. Да, то есть и добро, и зло, условно говоря. Понятно, да, вот эта идея комплексов. И, ну, и вот с помощью как бы этого теста, правда, как бы они доказали, ну, идею существования психики чего-то, чего мы не знаем. То есть опять подтверждается идея бессознательного. Дальше как раз вот его идеи были положены в основу вот этого детектора лжи, ну, полиграфа. То, что там измеряется, уже физиологи немножко добавили, да, вот эти всякие кожно-гальванические реакции. Ну, проходили когда-нибудь полиграф, потому что иногда его используют либо там при устройстве на работу, но у нас, слава богу, в ВУЗ не принимают, да, там в одно время это был прям такой бум-тренд, нужно было проходить полиграф. Ну, это смотря какая должность, да, это в основном связано было с системой безопасности. Ну, не проходили, но в фильмах видели, в смысле, представляете, да, что такое полиграф, конечно, да. И дальше он продолжает работать, да, с вот этими, получается, пациентками, и он, смотрите, еще, он же изучал психиатрию, его семья была связана очень сильно, да, вот с священнослужителями, а его кузина вообще занималась разными сеансами спиритизма. И это немножко другой, да, как бы вот этот вот путь, да, который он проходил в жизни, и его диссертация была посвящена как раз вот этому феномену, оккультному феномену, то есть спиритические сеансы они тогда, да, вот эти все изучали, в смысле изучали, они их посещали, я не знаю, ну, как бы вы какие-то, может, фильмы видели на эту тему, это было прям очень такой, как бы, фэшн-тренд, не знаю, как сказать, ну, то есть это было очень модно, да, посещать, во-первых, организовывать эти спиритические сеансы, а во-вторых, их посещать среди вот такого интеллектуального, да, ну, сообщества Европы. Ничего про это не знаете? Ну, представляете, да, что такое спиритический сеанс? Что такое спиритический? Как он выглядит? Сами никогда не баловались в школе? Потому что я помню, что там мы когда в школе учились, тоже развлекались какими-то вещами, там что-то, тарелочку там ставишь, прикладываешь руки, там начинаешь по доске ее водить по буквам. Делали такое? Ну, да, было что-то. Что, у вас ходила тарелочка? Ну, у меня сестренки делали, надо было завернуть в салфетку карандаш, потом отвернуться, и как-то он должен был развернуться не так, как ты его завернул, и это типа там были призраки, и они это сделали. Ну, то есть, а в то время, понимаете, это мы сейчас там, да, как бы тоже такими вещами иногда увлекаемся, а в то время это было вот распространено не среди там подростков, да, и не в школе, а это вот взрослые там
люди, которые посещали эти сеансы, вызывали духов, короче говоря. То есть это вот прям, ну, вызывали духов, там вот эти шары были, да, там, и, то есть это идея измененного состояния сознания, на самом деле, то, что мы сейчас называем, да, там человек погружается в измененное состояние сознания, в этом состоянии сознания, ну, в трансе, да, способен выдавать там, ну, что-то, а тогда же это так не называли, тогда еще только феномен психического вот начал появляться, да, там психологи начали активно его рассматривать. И получается, что, естественно, Юнг посещал, да, вот эти все сеансы. И, собственно говоря, вот это вот все вещи, которые опять указывали на то, что есть бессознательное. Иногда эти медиумы, да, их называли посредники, да, там между миром реальным и миром другим. Там, не знаю, сейчас бы мы его назвали воображаемым, да, там. Ну, они говорили какие-то вещи, о которых знать не могли. И смотрите, Юнг обращал на это внимание, да, то есть и это тоже влияло на вот эту идею, развитие идеи бессознательного, коллективного бессознательного, да, то есть потом он как бы эту идею, да, развил, что, ну, почему люди могут какие-то вещи, да, там говорить и описывать, о которых, ну, не знают, да, и в этом смысле еще ему помогло эту идею развить, это его пациенты, у которых была шизофрения, потому что когда они начинали рассказывать о сновидениях, они могли рассказывать сновидения, либо сюжеты своих галлюцинаций, которые напоминали сюжеты каких-то мифов. То есть, ну, а человек, например, в принципе, никогда не знакомился специально с этой мифологией. Ну, слышали, да, про это? То есть как раз, ну, вот то, что он потом развил в идею коллективного бессознательного. Слышали что-то про это? Про то, что миф во снах, да? Что вот, да, как раз, что человек об этом не знает и не читает, но иногда в сновидении или там в галлюцинациях, как у его пациентов, ну, в смысле, этот человек мог воссоздать, что уже было когда-то в истории человечества. Это вот когда мы сегодня с тобой обсуждали про сериал, в основе которого лежат уже исторические события, то есть они были в реальности. Ну, например, если я про эти исторические события не знаю, мне легко такая сцена может присниться, а если я поищу, это будет напоминать, ну, события там какого-то мифа или истории. Ну, то есть вот, то есть есть что-то, что лежит за пределами только, ну, личной, да, индивидуальной психики. Это вот впоследствии это оформил в идею коллективного бессознательного, но так сразу это с этого не начиналось. И, конечно же, он читал труды Фрейда, да, и уже был знаком, да, с этим концептом либидо, ну и что есть такой метод психического анализа, который придумал Фрейд, и они просто начали переписку, и они встретились, да, в начале 20-го столетия, они там встретились, и очень много мифов там и легенд про эти всякие встречи. Ну, в общем, сама идея в том, что встреча наконец состоялась, и несколько лет они были вместе. То есть здесь очень сложно, видите, мне в этом плане говорить, был ли как бы Фрейд учителем Юнга, ну, в какой-то мере, наверное, был, если он читал, да, его книжки. Но прям так, чтобы вот как это принято, как я вам сказала, да, в таком немножко понимании, знании, ну, каких-то вещах, о там вот этих вот всяких психологах, там, ученых, что вот Юнг это ученик Фрейда, ну, здесь можно в этом месте поспорить, здесь надо у Юнга самого, да, спрашивать, был ли он учеником Фрейда, потому что когда он с ним встретился, у него уже была самостоятельная врачебная практика, он уже самостоятельно развивал эти идеи, у него уже был ассоциативный, да, тест, то есть скорее они, ну, правда, там у них были достаточно теплые отношения, и Фрейд там, безусловно, был старше по возрасту, это такая, ну, как мы сейчас назвали, отцовская, да, фигура. Даже терминология Юнга, такой архетип отца, да, возможно. Ну, то есть, и понятно, что там такие отношения были, наставничество. И более того, помните, да, когда я вам говорила, прочтите лекции по введению в психоанализ, потому что вот как раз в этих лекциях, которые описывал Фрейд, и в этих лекциях, а эти лекции он писал, когда они с Юнгом, да, их пригласили в Штаты читать лекции по вот как раз психическому анализу.
И несколько лет они, ну, то есть сотрудничали, да, в этом плане, развивали какие-то совместные идеи. И, возможно, вы смотрели вот этот фильм, который был в свое время очень популярен, про одну из пациенток, да, Юнга, и «Опасный метод». Смотрели, да? Я очень давно его смотрела, но, если честно, я смутно как бы помню сюжет, но если напомните, там, мне кажется, как раз в этом фильме показано, как они разругались, нет? И что-то, может, напомните? Что, ну, в смысле? Там он изучил эту пациентку, но, кажется, у них потом установились любовные взаимосвязи. Потом, кажется, они разругались из-за того, что у них разные взгляды на подход к лечению. Но точно не помню. Не помните, да, тоже? Ну, короче, в смысле, что я, к сожалению, тоже не помню, но в этом смысле не знаю я, насколько можно этот фильм автобиографичным рассматривать, но тем не менее этот фильм представляет одну из точек зрения, один из слухов, как раз, который ходил и до сих пор ходит о отношениях между Юнгом и Фрейдом, что вот якобы из-за этой, да, пациентки у них произошел конфликт, одна из причин. Но здесь очень сложно, видите, про это сказать, это нужно читать, ну, там, биографии обоих, в смысле, я не эксперт. Если захотите, как бы, ну, это поизучать, пожалуйста, ну, в смысле, там очень много разных историй. Скорее, здесь нас интересует тот момент, что как раз конфликт у них назревал, в том числе, там, понятно, может быть, какие-то личные отношения вмешались, но и у них еще концептуально немножко уже назревал конфликт, потому что Юнгу не хватало объяснения, которые были у Фрейда по поводу либидо, опять из-за того, что пациенты у него были другие. Да, то есть другой диагноз, который работал Юнг, он мыслил несколько в ином аспекте, потому что, ну, он был психиатр, то есть изначально уже, если он был психиатр, его учили, ну, когда он учился, его учили мыслить вот этим аспектом психического уже, да, немножко по-другому. И получается, что он очень много лет, да, там, как бы они сотрудничали, да, вместе, вот, ездили, да, там вместе, и получается, когда у них произошел вот как раз, ну, уже такой официальный там разрыв, конфликт, неизвестно, да, по каким причинам здесь. Ну, причины могут быть разные, да, опять это не наша задача, что у Юнга, да, там был потом очень сложный такой душевный кризис. Слышали вы что-то про это? Ну, после вот этого, да, после конфликта, там считается, что несколько лет он пребывал в кризисе. Не слышали про это? То есть это как раз там возраст его был, ну, там, что между 35 и 40 годами, ну, то, что сейчас соответствует, как бы, вот, возрастной психологии, если еще не изменили критерии, да, там, кризису среднего возраста. То есть получается у него, ну, там, вот, как бы совпало, да, вот это все, и он как раз писал, да, что есть вот эти вот возрастные кризисы, то есть у Юнга тоже есть своя периодизация этих возрастных кризисов, что он переживал, да, как бы вот этот кризис, ну и сама идея индивидуации, вы же слышали, да, это слово, это тоже как раз она потом была им описана, да, потому что опыт его, ну, естественно, каждый автор теории описывает свою теорию через свой опыт, по-другому невозможно, да, ее описать и понять. И получается, после того, когда у них произошел разрыв с Фрейдом, причем у Юнга уже не хватало, смотрите, да, вот этой концепции либидо, которая была у Фрейда, и он начал писать книгу «Либидо, его метаморфозы и символы». Вот эту книгу я вам прям настоятельно рекомендую почитать, потому что эта книга одна из первых работ Юнга, как раз где он прям очень подробно раскрывает вот этот концепт либидо, психической энергии. И получается, либидо, его метаморфоза и символы. И получается, что он не показал Фрейду, то есть когда он первую часть писал, где он описывал вот эти фантазии мисс Миллер, одной из его пациенток, да, он, ну, показывал этот труд Фрейду, там они, может быть, какие-то вещи обсуждали, а вторую часть, где он начал описывать либидо, он сознательно ему не показал, потому что он уже начал в этой книге описывать, как вообще, ну, там, либидо способствовало возникновению и появлению у нас с вами эго, да, то, что он потом назвал, ну, я про это расскажу. И он мне показал эту книгу Фрейду, и, естественно, когда он ее выпустил, он знал просто, да, что если это
покажет там, видимо, будет какая-то эмоциональная реакция, и, ну, и официально, конечно, когда он ее выпустил, там после этого произошел разрыв, потому что это, ну, другой, да, там взгляд на природу либидо, а ну, Фрейд, мы уже об этом говорили, очень в этом смысле, ну, не знаю, как сказать, там, ревностно, да, наверное, относился к своим идеям, то есть он уже, как бы, ну, это же его детище, да, то есть он один из первых вот этот психический анализ начал описывать, ну, во-первых, он придумал, да, вот эту идею психического анализа, и, конечно, даже если взгляды его эволюционировали, но, тем не менее, вот, как бы, в этом смысле другая точка зрения ему не понравилось, да, и как бы вот у них произошел разрыв, и после этого Юнг считается, здесь вот тоже, знаете, есть очень много слухов, как бы всяких, я не психиатр, но в этом смысле есть много слухов, мифов, да, там, людей, которые говорили о том, что, например, у Фрейда был один условный диагноз, ну, что у него, как бы, если он занимался там, да, этим анализом истерических пациентов, то у него были, там, не в смысле он страдал истерией, там, ну, какие-то черты, то, что мы сейчас называем, да, там, истерической, да, личности у него там имелись, ну, не знаю. А про Юнга многие говорили, не знаю, вы про это слышали, что у него был как раз диагноз другой. Не слышали про это никогда? Ну, как раз это вот было связано с тем, что вот, когда кризис у него наступил, вот этот, который он описывает, можно почитать это воспоминания, размышления, у него есть книга «Воспоминания, размышления», еще что-то, не помню, дословное название, но он там как раз пишет о всех этих переживаниях, то многие там специалисты в сфере психического расстройства, ну, сферы психическое, скажем, рассматривали это как проявление одного из расстройств, а многие даже говорили, у него раздвоение личности было, да, там. Не знаю, в смысле, ну, сам факт, что опыт, который он описывал, он тогда, конечно, вот, ну, как бы сильный, да, видимо, для него был тоже сильное потрясение, естественно. И он описывал, да, свои вот эти видения, которые у него были. То есть он буквально там видел вот эти вот реки крови, да, то есть это, то есть, ну, непонятно, то ли это сновидение, то ли это фантазия, воображение, галлюцинация. То есть это несколько лет у него продолжалось вот это тяжелое состояние, когда он, ну, не активно там, да, не, как бы не включался в какую-то социальную деятельность, и это, вот эти видения у него возникли перед как раз Первой мировой войной. И при этом он говорил, что, возможно, вот эти видения, когда у меня были, называл их видения, опять не знаю, что это сновидение или галлюцинации, ну, как бы это были видения. Он говорил о том, что, возможно, я предчувствовал, да, вот те ужасы, которые Первая мировая война, там, ну, в 1914, да, началась, принесла. Что, возможно, как бы я это видел. И здесь как раз мы находим вот эту идею, потом, которая у него развивается в идею разных функций эго, интуиция, да, когда интуитивная функция у нас развита, что возможность предчувствовать, да, вот это. Что-то он потом развил в своей теории, еще раз говорю, в разные функции. Я про это вам расскажу не сегодня, может быть сегодня, там, про разные функции эго. И, но после того, когда он уже, конечно, там, этот кризис пережил, потом вот все, он свою теорию уже начал дополнять, развивать, там, и, ну, как-то все те вещи, с которыми мы сейчас уже знакомы, сталкиваемся, это вот прям коллективное бессознательное, архетипы, что там еще, вот это эго, персона, тень, анима, анимус, самость, это все появилось позже. Но изначально вот то, что нас интересует, мне кажется, это правда важно, потому что я продолжаю, еще раз говорю, идею лекций, ну, тех лекций, да, где мы с вами о Фрейде говорили, о либидо. Смотрите, вот это вот понятие либидо. И вот в этой книге он как раз описывает либидо с другой, ну, как бы, точки зрения. То есть он говорит, что, ну, само слово либидо нам уже знакомо, да, то есть это энергия. С точки зрения Фрейда либидо — это сексуальная, да, все равно энергия. И Юнг очень подробно анализирует, что вообще изначально, как бы, он не отрицает идею вот этого сексуального аспекта либидо. И он прям очень подробно описывает, что вообще либидо помогло нам с вами, ну, во-первых, чтобы у нас мышление возникло, чтобы у нас появилось сознание, и чтобы у нас появилось вообще эго,
Да? То есть и в этом смысле изначально либидо носила, правда, только сексуальный оттенок, характер. И он очень подробно анализирует, ну, то есть он очень много же читал, то есть он, правда, знал очень много вот этих мифов, да, он там путешествовал в Африку, там с этими племенами он делал исследования, он с антропологами общался, то есть это немножко, видите, другой путь, другое знание, да. И он говорит о том, что изначально, например, наша либидо помогло нам с вами, в этом сексуальная именно функция либидо, помогло нам с вами тому, чтобы у нас появилась речь и мышление. То есть как он это доказывает, да, что там очень много примеров, если захотите, почитайте, как бы там очень много, правда, деталей, анализов этих всех мифов, что он на примере вот этих вот всяких первобытных ритуалов происхождения огня. Вот происхождение огня, он как раз и говорит о том, что, ну, вы все знаете, как в древности добывался огонь. Как? В смысле, это путем трения. Ну, вообще вам что-то известно там по происхождению огня? Вам в школе что-нибудь рассказывали? Миф. Ну, это миф, хорошо. Там, да, ну, вообще вам в школе что-нибудь рассказывали про происхождение огня? Ну, то есть, когда, там, если рассматривать не с точки зрения психологии, с точки зрения истории, наше человеческое да, там, существование разделяется на разные эры, разные периоды, да, когда там был огонь, металл, ну и так далее. Что-то вам, ну, как бы рассказывали про это, помните? Есть период до домашнего огня есть. То есть это когда человек не мог его контролировать, он мог его получать природным путем, но не научался путем своего труда. А есть период после, уже когда он научился своим трудом, и использовать его мог более свободно. Вообще сама идея, когда появился огонь, наше с вами мышление изменилось. То есть у нас появилось мышление, смотрите, да, то есть изначально, смотрите, вот эта энергия, либидо, естественно, была направлена на продолжение рода. Ну, то есть людям нужно было продолжать жизнь, да, продолжать существование. И что-то происходит в реальности такое, что вот эта как бы функция продолжения рода, да, это происходит смещение, это чисто психологическая функция смещения на объективную реальность. То есть я заменяю символические, да, как бы, смотрите, как бы трение, это, ну, в смысле, само трение, это чисто такой, как бы, жест сексуальный, да, рассматривается. Ну, само трение, в смысле, сам огонь как появился, и он рассматривает, что вот этот вот, смотрите, символический жест появился, ну, как бы, потому что мне появилась возможность мою вот эту сексуальную энергию переместить в реальность и как бы направить ее в другое русло, то есть заменить ее символом и добыть огонь. То есть это как бы это символическая функция, это появляется мышление, ну, как бы зачатки мышления. Поняли, да, вот эту идею? То есть это как бы символ, но изначально эта идея как бы, ну, носила сексуальный характер. Вообще добывание огня — это сексуальное действие, но оно перешло в символ. И вот это сексуальное действие, которое в символической форме было выражено в добывании огня, там дальше, ну, как бы меняются всякие разные вещи в истории. То есть понятно, да, вот эта идея? Уловили как бы вот этот смысл про изначальную функцию либидо, она была сексуальной. То есть он не отрицает того, что как бы у либидо там нет совсем сексуальности. Он говорит, сексуальность как раз, вот эта сексуальная энергия, она как раз очень большую роль сыграла в появлении того, что у нас есть воображение, у нас есть мышление, у нас есть речь. Потому что, например, вот эти вот крики, да, которые были служить для того, чтобы привлечь партнера, он рассматривает как одна из форм, которая потом в слово переросло. Символ. То есть изначально сексуальная функция, чтобы привлечь партнера, потом это трансформируется, переходит в символ и появляется слово. А когда появляется слово, вы на нейрофизиологии наверняка это уже проходили, на нейропсихологии, что у вас там было, что ну, наш мозг как развивается, это же развивается как раз вот это вот корковые, да, там, структуры.
развитие происходит изначально, люди не разговаривали. И он очень много там как бы этих описывает вещей, с помощью которых вообще считается, что либидо немножко в другую сторону, оно такую как бы символически, да, немножко заместилось со своей вот этой функцией продолжения рода на какие-то вещи, да, там, ну, культурально условно их назовем, и появилась культура, там, я не знаю, это я очень сильно как бы примитивно объясняю, утрирую. Поняли вот эту идею? Потом он рассматривает все вот эти ритуалы, тоже он их подтверждает, саму идею вот этих ритуалов, которые существовали в древности, но он их как, в смысле, он их наблюдал у этих племен первобытных в Африке, да, то есть когда, например, в определенное время года там вот эти вот племена делают определенный ритуал, например, весной, да, там вокруг какой-нибудь ямы там люди этого племени начинают метать эти копья в яму, да, то есть это, ну, идея это оплодотворение, да, то есть они как бы, если символически перевести, там, господи, это Юнг, конечно, там очень много символов, его, на самом деле, если будете читать, он немножко сложнее, на мой взгляд, чем Фрейд читается, что сама идея, смотрите, это опять символическое оплодотворение Земли, Земля, поэтому, с точки зрения юнгианской, да, психологии, считается материнским символом. А копья, то есть это когда эти первобытные племена вот этот ритуал делают, показывают, например, на земле, то есть это символическое оплодотворение земли, но это начало, там, например, ну, как бы урожай, когда мы сеем. То есть это, ну, это буквально оплодотворение семьи, земли, семьи, появление семьи. Поняли, в смысле, вот эту идею вы уловили, то есть как бы, и это символические вещи, то есть, ну, и поэтому он в этой книге как раз очень подробно описывает, что либидо изначально носила, конечно, сексуальный характер, но и потом как бы появляется у нас, да, ну, то, что он назвал позже символом, да, то есть у нас появляется речь, у нас появляется способность мыслить, то есть и мышление вот это, оно может быть направлено на какой-то внешний мир, а может на реальность, да, а может быть направлено на мой внутренний мир, и тогда он говорил об вот этой функции, ну, воображения, да, что у нас появилось. У него дальше эта идея разовьется, то, что он говорил, есть эктопсихика, есть эндопсихика. Эктопсихика — это то, что меня связывает с окружающим, да, там, миром, с реальностью, а эндопсихические процессы — это то, что меня связывает с моим внутренним миром. И на границе между экто и эндопсихикой, да, вот есть как раз вот эти вот функции эго, которые, ну, достаточно распиарены, да, в психологии не только, и сейчас пользуются ими почти, ну, не прям почти все, но, мне кажется, в маркетинге используют, там, ну, и не психологи, это вот эти вот интуиция, чувства, мышление, ощущения, вот эти типы, про которые сказали, но это появилось позже, это как бы такая самая попсовая часть юнгианской психологии, но там, видите, гораздо глубже, да, есть идеи. То есть, поняли, да, вот эту идею, либидо изначально носила сексуальный характер, и здесь вот эта идея практически нигде не рассказывается. Более того, у меня возникли сложности, знаете, когда, в смысле, я не юнгианский аналитик, там, безусловно, я читала книги Юнга, как раз я общаюсь с юнгианскими аналитиками, сертифицированными, ну, то есть вот с теми людьми, которые в этом подходе сертифицированы, не практики, да. То есть у меня была возможность очень много раз участвовать, да, на всяких психотерапевтических мероприятиях, в смысле, я не была в анализе у юнгианского аналитика, но что меня как бы немножко в этом смысле смутило, что вот эта вот идея, которая есть у Юнга про два потока либидо, про два потока энергии, вообще про вот эту идею либидо, очень часто остается без внимания в русскоязычном пространстве у тех людей, которые интересуются юнгианским анализом и психологией. То есть про это практически, ну, вот так вот не найдешь, не почитаешь. Даже статьи очень сложно найти на эту тему, поэтому если вы хотите реально ознакомиться с этой идеей, нужно читать либо его метаморфозы и символы у Юнга, либо кого-то искать за пределами русскоязычного пространства. Ну, потому что это затрудняет немножко как раз, на мой взгляд, по идею понимания самого методологии вот этой теории Юнга. То есть там много больше, чем только архетипы. Архетипы — это как раз эти детали, да, вот это какие-то там схизо, ну, как бы разорванные на части. Но, на мой взгляд, там гораздо концептуальнее понимать саму идею либидо. То есть это основа, это психическая энергия, да, то есть
Может быть, мне это откликается, не знаю, потому что как бы много лет в традиции боевых искусств, да, там, и в этом смысле мне, конечно, близки идеи, которые есть у представителей японской, да, культуры на предмет энергии, психической энергии ки, они это называют. Ну, то есть там очень много, да, то, что лежит за этим концептом. Не только, в смысле, моя индивидуальная энергия, но еще энергия, там, которая есть во Вселенной. Да? У китайцев это ци называется, чи называется. Но вот смотрите, как бы мы же говорим о психологии, психология немножко уже, да, чем вот эти вот даже школы боевых искусств, где не только на психологии делается акцент, там много больше, чем психология. А вот когда появились все вот эти вот теории на Западе, там же господство было такого рационального, да, все-таки я вам про это рассказывала, да, и вот, например, почему я про это сейчас тоже делаю акцент, потому что Юнг как раз был одним из первых, да, авторов, который начал писать комментарии книги «Золотого цветка», то есть он первый такой, считается, сделал мостик между Востоком и Западом именно в психологическом знании. Но смотрите, все-таки у психологов акцент на психическом, там достаточно узкий, да, акцент даже на вот это понимание либидо. Но и то Юнг его, смотрите, раз и расширяет до понимания психической энергии. Это, на мой взгляд, в смысле, почему как бы мне эта идея нравится, потому что это, на мой взгляд, в психотерапии может быть полезно. Ну, я, по крайней мере, этими вещами своей, да, психотерапевтической практики пользуюсь. Но вот я говорю, что с чем я столкнулась, если будете изучать сами и про это читать, ну, как бы вот в русскоязычном пространстве там очень единичные статьи, там буквально там 2 я нашла, и то там немножко косвенно, да, про это указано. Очень много, нужно быть очень осторожными, потому что у Юнга, видите, так как у него есть очень большая связь вот с мистицизмом, некоторые его ну, как бы ассоциируют, да, с вот этими, ну, у него диссертация была по оккультным феноменам, да, что очень много вот такого, знаете, мистического, да, вокруг его фигуры, там, и очень много, ну, про это, да, как бы всяких лекций, но есть другой Юнг, да, грубо говоря, то есть, и вы, так как профессионал, ну, как бы специалисты-психологи, читайте сами, я рекомендую, там, ну, если смотрите и понимаете на другом языке, читаете, то читайте, ну, в смысле, вот тогда читайте зарубежных кого-то. Авторов, мне, кстати, нравится, пока я не забыла, есть его одна из учениц, Мария Луиза фон Франц, она пишет что-то, господи, я забыла, про сказки, у нее очень большое там такое как бы направление, можно ее почитать, но другая ученица, вот мне, правда, она больше, да, в этом смысле как-то откликается, Иоланда Якоби, вот у нее есть книга, там, «Психологическое учение Карла Юнга», она его прямая, ну, в этом смысле ученица, они работали, да, очень много лет вместе, она антрополог, и вот можно у нее почитать просто те идеи, которые она описывает, но тем не менее, что вот эта идея, про которую начала, что есть 2 потока у либидо, он описывает в этой книге, да, либидо, метаморфозы и символ. Возможно, вот эти 2 потока, здесь я не буду там точно так это утверждать, но, возможно, они потом как бы у него трансформировались в эту идею экстраверсии и интроверсии, да, все-таки. Есть 2 направленных потока энергии, там, экстра, да, я разворачиваю вовне, интро я поворачиваю внутрь. Это от латыни, да, экстра и интроверсия, это он ввел эти понятия. Ну и сама, смотрите, вот эта идея потоков, да, либидо, то есть он описывает, что вот изначально либидо носила, да, там, вот этот сексуальный характер, и благодаря вот этой сексуальной функции у нас появилась способность мыслить, говорить, ну и так далее, и культура, да, то есть мы перевели вот это там символически, да, какой-то характер, то есть, и смотрите, вот этот поток, то есть это такая движущая сила, которая меня в этом смысле из бессознательного начинает двигать. Смотрите, вот эта идея, то есть бессознательно. То есть либидо — это психическая энергия, но есть бессознательная. Он это как бы идеи, ну, не отрицает. То есть это как раз то, о чем я говорила в начале, да, что ассоциативный тест он использовал для того, чтобы доказать, что есть это бессознательно. То есть изначально мы с вами появляемся в этот мир, если вот сейчас нас уже, да, рассматривать, как раз, ну вот с бессознательным. То есть у нас есть бессознательно, никакого сознания у нас нет, да? Но эволюционно он говорит о том, что как бы мы же повторяем, да, в этом смысле наше индивидуальное появление повторяет, ну, как бы историю развития человечества. То есть эволюционно люди были без, в этом смысле, сознания, было бессознательное, потом вот эта либидо послужила очень большую роль в возникновении сознания. Улавливаете, да, вот эту идею? Появилась сознательная часть.
То есть, ну вот, как только что я вам рассказала, появляется речь, там вот эти все ритуалы, символы, дальше развитие, ну и так далее. Помните, если изучали историю, когда вот рассматривают это не с точки зрения психологии, а с точки зрения истории, когда появились разные там способы взаимодействия с реальностью, там, ну, имеется в виду, что огонь помог, да, там, металл, ну и так далее, эпохи менялись, эры, да, менялись, там, менялось наше мышление и сознание и так далее. А здесь, как бы, смотрите, идея в том, что вот появляется это сознание, и либидо помогает этому сознанию дальше двигаться. То есть смотрите, ну, понятна вот эта идея? На индивидуальном уровне, на личном уровне, если это рассматривать, когда я появляюсь в этот мир, у меня есть бессознательное, и моя вот эта энергия, как бы либидо. Причем этот процесс считается по Юнгу, он архетипичен, как раз здесь можно, да, использовать термин. То есть он изначально в психике присутствует так, что вот как бы это такая, ну вот, как это вам сказать, это такая идея, потому что не я сейчас только одна по этому пути прохожу, да, там по взрослению условно, то есть проходили до меня сотни тысяч раз люди, и в этом смысле это опыт человечества, который у меня как бы в этом смысле вложен в моем индивидуальном, да, как бы бытие, не знаю, как назвать, существовании. И когда я появляюсь на свет, вот это вот мое как бы либидо меня двигает, смотрите, вот это есть бессознательное, и появляется сознание. То есть чуть-чуть по-другому он описывает, чем Фрейд. Помните, я же вам когда рассказывала про вот эту часть, про эго и так далее, здесь, ну, про принцип удовольствия, про принцип реальности. Помните, как Фрейд описывает появление, да, вот этого эго. То есть, смотрите, есть бессознательное, и у Юнга либидо играет, да, вот эту большую, то есть это движущий фактор, это восходящий поток, который меня двигает, который мое эго формирует. Просто, видите, мы сейчас это называем эго, в то время они, конечно, у них такого термина про эго не было, они, когда вот эти все теории свои разрабатывали, они говорили скорее о я, ну, то есть, и что вот это вот наше я, как-то по-особому там, ну, относится, понимает, там, размышляет, что есть какое-то бессознательное и так далее, да. Но если там про термин говорить, то сейчас это как бы эго. Смотрите, и то есть вот это бессознательное, что он, кстати, вот здесь очень такой большой момент, есть сложности. Это его термин «самость». Слышали же, да, про этот термин? Что он значит в вашем понимании? Какая-то истинная часть личности человека. Угу. Что это за истинная часть личности? Ну, вы верите, что у вас есть самость, что у вас есть какая-то часть вот эта вот истинная? Ну, не то чтобы. А вот согласно Юнгу, она есть у всех. Смотрите, и здесь, смотря какие вы будете читать его труды, то есть в ранних работах он немножко по-другому описывал, да, саму идею самости, но самость, сложно тоже как-то это определить, давайте я не буду определять просто, да, сами если будете читать, потому что она эволюционировала. Правда, это то, смотрите, это то, откуда я появляюсь, то есть самость это что-то, ну, он позже, да, просто наделил это таким, знаете, божественным каким-то символом. Ну, то есть это вот та идея, короче говоря, в бессознательном есть эта самость, это такой центр вашей мудрости, знания, да, там, это не только рационально, это что-то такое иррациональное, это там опыт, это правда какая-то часть, да, вот, которая есть у нас в психике, она бессознательная. И когда я появляюсь на свет, у меня эта вот самость есть. Но из-за того, что я начинаю, смотрите, развивать очень сильно свое рацио, вот, свое сознание, я начинаю очень сильно отходить вот от этой вот бессознательной своей части. Смотрите, появляется очень большая дистанция между бессознательным и сознательным. Это дихотомия, которую Юнг рассматривал, да, что есть бессознательное, есть сознательное. Слышали что-то про это? У нас бессознательное? Да, самость бессознательна. Но потом, когда в более поздних работах он говорит о том, что вот на пике, да, там, вашего развития, если вы проходите, да, по этому пути индивидуации, то вы возвращаетесь как раз к вот этой самости и обретаете мудрость. Да, там, ну и в этом смысле есть определенные ограничения, не все по пути индивидуации, да, могут пройти, хотя изначально он говорил, что это тоже процесс архетипичен, но я попозже, да, про это расскажу, просто у меня скорее идея сейчас про потоки, да, этого либидо, да, вам рассказать, то есть
И самость в этом смысле потом этот концепт появляется, да, оно изначально было бессознательное и сознание сознательное, то есть и вот эта либидо помогает мне как бы развиваться, и от моего бессознательного меня больше отталкивает. Сейчас давайте на этом остановлюсь, и потом мы на примере, да, просто мифа это рассмотрим. Понятно пока эта идея? Держите в голове.